Всем привет, друзья! Милюша же стала спортивную дорожку, спортивную, и заставила меня. Теперь я тоже хожу, друзья. Смотрю фильм и хожу. Так, как она получается? Вот так. И вот я уже прошел 4 километра. Сегодня, наверное, надеюсь пройти там километров. Видите, автоматически поднимается, как в гору. Все, поднялся, погнали. Сначала вот так потихоньку я иду. Потом наращиваю. И вот так, друзья. И вот так. Это у меня получается 7,5 километров в час. Вот, а нет, 5 километров в час. 2 калории я сжег. 3 калории. Это вот чуть-чуть в ложке там что-нибудь. Картошка, наверное. Вот, все, уже 1 минуту я иду. Надо увеличивать скорость. Надо, наверное, отъедить, чтобы кино смотреть. О, так, ну что я вижу. Так, тормоз. Потому что надо кино включить. Я забыл кино включать. Так. Скорее кино включаем. И все решается уставом и доложением. Я смотрю фильм по закону военного времени, называется. Вы здесь для того, чтобы дисциплину поддерживать, а не давать совет. Вот и займитесь дисциплиной. Все, погнали. Ясно? Ладно, друзья. Потом я опять включу. Ладно вам? Как спотеем, так бесполезно на меня смотреть. Ё-моё. Вот, друзья, все, я пробежал. То есть прошагал 4 километра, 46 минут, 294 калории. Просмотрел ровно одну серию. Ровно одна серия идет, значит, 47 минут. Кино. Фу, всем советую ходить. Сейчас будем пить не воду вот эту, не вода. Мне она очень нравится, когда я вот их прошагаю. Выпью, вообще классно. Фу, не, это не реклама, друзья. Это просто совет. Всем совет. Ходите, бегайте. Спортом занимайтесь, как я. Чё этот? Мои губы не заметил, что ли? Ты что, губошлеп, Адр? А? Губошлеп? Да, как ты. Мин губошлеп, ты? Ты У губошлеп. меня натуральные губы. Натуральные губы. На всю страну такой один. Натуральные губы. Не надо колоть там, не надо. Хайда. Куда колоть-то? Губы или он куда-нибудь прилипло. Ну. Куда прилипло? Хочешь, когда-нибудь не ответривается или не железо, вот так не целуешь, вот так становится бесплатно. Чё так? Кажется, да, Зале? А? Что-то я не поняла. Чё, не нравится, что ли? Нравится? Некрасиво, что ли? Ну? Как Анджелина Жоли. Я теперь Анджелина Жоли. А? Че, ты не хотел жену Анджелины Жоли? Че, Азалия некрасивый, что ли? Красиво? Красиво? Да. Еще потолще сделать? Ты тоже? Не мечтаю. Ну, короче. А значит, у меня керек шундай губа, а меня юх ты Меня Волобовой так создал. Вот! Стала как все. Мне же так люди говорят, Азалия. Что я стала как все. Прикинь, вот так люди пишут. А, кстати, новость, друзья. Очень хорошая новость. Альберт стал на этот здоровый путь. Короче, он только что вот пришел с пробежки. Пробежал сколько? Прошагал. Прошагал сколько? 3 километра. 3 километра прошагал. За 30 минут. Прикиньте. 200 калорий. 200 калорий сжег. И теперь и он на сметану сидит, теперь наяривает. О, Аркантер надо. Блин, мы всякое не давно. Блин, да вообще пунца яхмай. Ну, блин, басмал, что вы? Тухлай ты турнаем. Ну, что это на модерном мотор, конечно, на нашу лайрах. Ой, А нашу нельзя, особенно. нежно, нежно. Ну, Вы же ты накрасилась, что ли? да, я накрасилась. Прикиньте. Да, вообще такая другая. Да? Я думаю, бар ресницы, наверное, надо нарастить, да? Ну, надо, мне кажется, да, естественно, какие-то Я же реснички сделать тушь такие. купила. Сейчас я покажу, какую я тушь купила. Идемте за мной. Вообще прикольно. Это, он похож на какую-то это. Ой, прикольно розовый.
Что это такое, ваше? О, Вивьен Сабо, между прочим. И Да? шухры-мухры. Коричневый тоже какой-то. Ой, нет, прикольно. И щеточка, кстати, хорошая, как раз для удлинения. Вот, ресницы накрасила, мотор, да? Да, Тоналку сразу нанесла. заметно. Я сегодня красивая. Вообще верлимый окшаған. Очень интересный верлимый. Короче, вот это варенье клубничное перетертое. А ты что, не ешь, что ли? Ничего, я варенье тоже. Я же и сама тоже делаю варенье, и собираю, так что у меня варенье много, и мы столько не съедаем. Точно? Конечно. Ты вот Это- думаю, запасом до меня кем я неудобно Это Лариса. варенье смородиновое, это казалок, миякинский казалок. О, короче, будет дегустация миякинского кавалыка, достар, скоро. Я еще миякинский кавалык ни разу не ела. Мен, короче, теги вақыт неге бергенім Ларисаға әбелдің кавалыгын, но Лариса что-то оқшатын ана. И говорит, давайте ашып қара да, Мираша по миякинский кавалықты. И мына мен кавалык миякинский еп келген. Это большая рыба Альберта Быга Скорияра. Любители рыбы. Мне неудобно, Лариса. Нет, господи. Ой, спасибо. Мне неудобно. Ну что за шикарные губки бантиком. Даже вообще не хотела делать губы. Поехала ведь в Джаване. Приезжаю. Я думала, процедуры мне будут делать там, они послеоперационной там реабилитация должна же у меня начаться. Минкильден битинде. А у меня это, вам надо, говорит, Милоша, хирург Руслан Айдарович сказал расслабить мышцы. Что за расслабление мышц после операции? Они мне что-то подкололи. Вот так, короче, сделать, вот так сделать. Шею мою расслабили немножко. Нет, не ботокс. Какой-то деспорт. Ну, это ботокс. Диспорт. Да? Это какой-то... Нет, она сказала, ботокс это прошлый век, сейчас новые технологии. Вид ботокса. Вид, новый вид ботокса. Расслабляет мышцы, чтобы вы, получается, ими вот этими пока не двигаете. Вот эти вот машины у вас за счет этого расслабляются и разглаживаются. Вот, она мне, короче, расслабила мышцы. Это, короче, ботокс. Как же я была против ботокса, и в итоге один черт ботокса штат демек. Вот. Қара Лариса, ходячая энциклопедия шикарно. Ларисаның білмеген нәмәйі жоқ. Кисек тоже клининг кигән Юля айта. Юляға ашаттым не. Итебет шанхуми айта. Мына ошу соус мынаны кушып ашам айтам. Ол айта, о, такой вкусный соус кто сделал? Мен айтам, Лариса. Шанху тиге айта, мне страшно становится от этой женщины. Ты, Юля айта. Рис, бля, ужас просто. Лариса, подожди, сейчас выгрузим все вместе. Ладно, подожди. Ну ладно, что можете захватить с собой, захватите ла. А мен буш кулымды hilтап, камерамды алып түшіп келейм қыздарды. Разгружайте! Ну, фаллакай. Да, блин, и квет, эзлеп, достар, вақыт өтті. Вон уже девочки приехали и без нас уже открыли. И начали уже вовсю уборку. Здравствуйте, девочки. Уже хозяйничают моими конфетками. Смотрите, моим кофе. Молодцы, молодцы, девочки, молодцы, молодцы. Сейчас вместе сначала чай попьем. Куда все умотали? Вот я вам даже шашлык принесла. Так, хорошо у тебя здесь. Да, у меня Очень прям вообще. Вот смотрите, я вам дам шашлык. А нет, шашлык надо погреть. Поставите шашлык греть. Умеете, да? Умею. Ага. Видишь, какая она девочка красивая, да? Это у вас новенькая, что ли? Ну это нет, это Сергей Валентина? которая... Валентина? Да, ваша подписчица. Да, Это которая, знаешь, которая с тобой Якути. переписывалась, да, в Якутии. А зачем вы с Якутии переехали сюда, я не понимаю? Холодно? Здесь хорошо. Вот так вот так. Кому холодно в Якутии, переезжайте сюда. У нас в Башкортостане тепло. Пальмы растут. Да. Финики. А в Якутии, кроме алмазов, у них ничего нету. Нравится, да? Очень сильно нравится. А у нас, кстати, язык же похож. Похож, да. Очень. Да. У вас кызым, у нас кылым. У вас улым, у нас ол. А, я, короче, знаете, откуда знаю, что у нас якутский язык похож? Потому что меня много якутов смотрят. И даже была история, один, короче, мужик поехал на вахту в Якутию, да, и такой в столовой зашел и говорит по-русски: так, девочки, мне вот это. А мы же похожи на якутов. И он башкирим был. И ему повара якутки такие говорят: ты что на своем родном не разговариваешь? Мы не обслуживаем тебя. Короче, Есть вот так вот. такое? Говори на своем родном. А тот такой: в смысле родном? Я, говорит, я же не якут, я, говорит, башкор. Вы знаете, говорит, что за нация башкор такая есть? А те такие, ну, непонятно, как башкор, башкирин. А, башкирская домохозяйка, говорит, да? И вот эти повара, оказывается, меня смотрят. Очень много смотрят вас. Почему якуты называют всегда русскими именами у вас? Почему? Ну, в советское время так пошло. Да? Да, вот когда в советское время их же заставили православие принять, оттуда пошли вот русские имена. А у вас вот ваши имена какие свои? Саргылана,
Называют сейчас такими? Да, именами? сейчас очень модно. А, Кералико, Тускулана, прикольно. Туяра, Нюргустана, Нюргуяна. Ой, вообще прикольно. А эта лилия же есть, она у нас не лилия, она у нас называется сардана. Это цветок с красной книги. Нельзя срывать его, Ага, ага. штрафы большие. И У Марсая. Мы же язычники, у Ага. нас шаманизм. Они язычники, короче. Да, язычники. у нас все имеет свое как. это Духи, дух леса, вот. дух воды. У вас же сейчас такие танцы даже есть же. Какие такие танцы? Ну вот я всегда смотрю, это, я путаю А, шаманы. Да, с бубнами. Мне, Пляски с бубнами. мне вообще нравится вот это. И хоровод у них есть. Да. Твои что ли волосы? В смысле? Что за фигня? Я не могу понять. У вас я думала нарасти. Почему все думают, что у меня наращенные тоже думала, волосы? Это наращенные. вы трогайте мои. Я почему-то думала нарощенные. Я тоже думала. Даже обидно становится. Нет, это мои. Вот пейте мой коллаген. Зарина, у тебя коллаген не с собой? С собой. Давай покажем. Вот это вот коллаген я всегда с собой ношу. Мне Мирослава подарила. Вот. Коллаген с витамином С. Девочки, пейте, чтобы у вас были вот такие вот волосы. И все, чтобы завидовали и думали, как они, что они нарощенные волосы. Видите, вот так тут даже клининг приехал с Якутии, чтобы помочь убраться во фрейме. А я не поняла, а почему так резко решили жизнь изменить? То есть с Якутии Мы приехали? мечтали 10 лет переехать. Ну именно в Вивлиду, что ли? Нет, в Стерлитамак. Почему Стерлитамак? Почему в Башкортостане, я не могу понять. Откуда вы знали, вот якуты, что здесь есть У меня- Башкортостан, что есть хорошо здесь? Подружка с Якутска, родом со Стерлитамака. Вот, короче, друзья, что я хотела сказать. Я сейчас здесь узнала информацию вот у Елены, да. Оказывается, Валентина взяла обучение у Елены по клинингу. И прикиньте, сейчас, оказывается, Валентина открывает свою клининговую компанию в Стерлитамаке. Так, девочки, давайте кушайте. Шашлык для кого, блядь? Альберт вчера жарил. Берите вот лаваш, все берите. Мы пока стол будем мерить. 120, подожди, я не знаю. Нет, ну я вижу, размеры у них же Господи, примерно. все на ходу, блин, делаем. То есть дерево мы моем специальными средствами, не белизной, не доместосом. Это вообще просто испортите дерево. Используются профессионально моющие средства для обезжиривания здесь. И в конце у нас вишенка на торте, мы маслом. Мы работаем, да, маслом. В смысле, дерево маслом обрабатывать? Да, поверхности, чтобы коррозии не было. Многие думают, что там убираться, учиться? Вот, В бане. Да. А, еще не в некоторые бане говорят- вообще. Вот Елена же продает еще обучение, да. И многие говорят, а что там учиться-то? Нет, Что мы не умеем, что ли, нам куда? Сейчас шап перелезать, помоем, как я. В каждой профессии есть свои секреты, лайфхаки и тонкости. Вот, допустим, по дереву, если дерево уборка, да, там, вот смотрите, уже сколько, 3 средства девочки принесли с собой, чтобы только помыть дерево. И еще надо уметь правильно мыть. И этому всему Елена учит. И она не только учит, между прочим, мыть как правильно и правильными средствами, но она еще и учит, как вести бухгалтерию, как привлекать клиентов, у кого заказывать рекламу, как работать с сотрудниками. Представляете, у нее даже психология есть. Прикиньте, доктор, это полностью укомплектованный бизнес она уже готовит для своих этих учеников. 5 наставников у нас на курсах. И с нуля, вот прям с нуля приводим к результату. Кстати, у Елены ученики, да, уже разъехались по районам, и в каждом районе у нее работают ученики ее. Представляете, в каждом районе Республики Башкортостан работают у нее ученицы, которые отучились у нее и теперь сами самостоятельно открыли свои клининговые компании и работают во всей, зарабатывают денежки. Я сейчас девочкам говорю, все, ладно, девочки, пока, спасибо вам большое. Они мне такие, спасибо, спасибо, кричат. За что мне-то спасибо? Я говорю, вам спасибо, что вы, говорю, чистоту, порядок навели в моем афрейме. Сейчас афрейм заблестел, и ням пошли, доктор. Каждую щель залезли, каждую дырочку залезли. Вот Юля даже, Валентина, он, видите, учит как. Здесь вот тоже патронал. Вы видели, как учат? Учитель. Рахматинде. Алена, спасибо. Спасибо вам. Ага, мне-то за что, блин? Не надо мне спасибо говорить, блин. Вам спасибо. Чтобы все доели, ладно, девочки? Пожалуйста, доедайте. Я, короче, новую порцию конфет принесла. Вот, полный. Пейте чай. То, что я оставила на столе, только с ним только пейте чай. Оттуда там не ковыряйте в шкафу, пожалуйста. К вам
мама раньше сколько клиников приезжала, я ни разу не видела, чтобы мама вот так вот прям холодильник югандар, арттарым прям каждую эту штучку прям югандар. Я прям харал тринцепком, думаю, нифига себе, типа, короче. Потом каждую просто деталь прям и так по одному гортып сапкар. Мучвойлар. Як осыналар нык хаттар добросовестно иштейдер. Андай добросовестно иштеген киши, мен тоже мына көпмө рекламаларды чыгардым, evet. Көргөнүм жок. Вот ты правильно заметила, вот действительно шулай. Так что знаете, кого заказывать. Енотик полоскунчик. Ребят, енотик полоскунчик мой. Вот так вот, прямо вот так. Своими большими кулачищами. Мне говорит, ты неправильно басахом, говорит. Вот так, говорит, надо басарга. Тебе так идет, вот, когда ты так делаешь. Мне так нравится, когда ты так делаешь. Грибаларда немиште это? Aşağı bitirgen bitir, madem biz vatıp bana yarayın bitir, anladım. Gribi yok, olay padayt da yakıştı. Больше у этого грибы yemek gerek. Kaçım şeydi? Хинидin daha. Kim öyle bir şeydi daha? Ну хинин hepsini Aa iyi, kim bitmeyen de bana şey ettim, bana şey ettim. Ya iyi, bir kamyon ya. Ну блин, грибы көрген тапылмайсың. Ох, ваш моторы. Бұл для пельменей. Пельмени шталар керек бір күн. Біз вообще пельмени штеген. Жирный түгел нормально. Мы можем манты штеген. А можем пельменька, картошка кушать, а микро пельмени. Чеснок кушалар. O, anan kikirip kalbi temizlik. Bizim de kuşalar ya. Тәмділі. Temizlik, ağda başı kıyım. Әмин яратам. Bakımda ne gibi kuşalar. Kikirip tigirip. Ты будешь со мной ходить на танцы? Ya iyi, küçük. На бачату. Vay ya. Бачату знаешь? Böyle. Я не буду. Öyle şunu tanesin. Я не декора. Ben Meksikansıyım da. Гражданин. Ben bilmiyorum da bak. Давай. Кстати, куттарды дикkat etmeyi. Ya ısır anda партнер керек, мужик. Ben yürümeyin bir türlü. А мне не дай мужик маневрировать еще. Не хочешь, чтобы мне какой-то другой мужик маневрировал? Нет, ну böyle, ну ben yürümeyin bir türlü. Кут еркендер. А? Бұл әтті хуйня, пельменге жұмысынан істейш, пельменге етем ол. Kuş reyting mi ne şu kadar? Мама бір тасы істеп бір отырғанда осындай тасыман. Вот мама пельмен істеп хапты не альбият. Ха, звонить айтам әлі. Мама пельмен істеп берәлі. Пельмен істеп берген келмеймін мене. Мен хатып алам пельмен бір кешілерді. Мен оларды хатып алғансы менеке пашам келем де үйші өтен хатып алам. Өте күні бит, вақытығын көбірек. Ну, хотел кашаларға өтемді істейді доғын. О, ладно, рахмат, мам, рахмат. Вот так вот, да. Блин, кайням, капецкий кайням. Меня бельмеш капчик. Понятно. В смысле? Niye? Ты чё, она даже яйца сразу, не мапта парагла, не, мешок-то не мясом берді. А не, у сестренка, я виноват, что ли? В смысле, я виноват, мешочек-то уже капкайда. Я говорю, бля, острый не koyular ki, блин. Юлей, блин, острый не koyular sana. Ты дурак, что ли, Альберт, вообще? Друзья, мы делаем отбивные, отбиваем мясо через мешочек, чтобы этот не брызгался. Блин, ты толстые куски сделал, они не отбиваются. Вот, друзья, так меня заставляют отбивные делать. Вот такие отбивные, видите? Целая работа, блин. Я худа хина, хағы кектер сыққан. Мен баяна душ кірдім ептен. Қайда? Футболка жасасың. Шу, не, душ кіргесін хағы қан. Ну, потому что ішлегенде алдын пысырақ сәсіремәген деп. Дурак, что ли, блин, вонючий футболка киіп алғанда, блин. Я умираю. Молодец, себе не Мандраж какой-то начался. Қара, мына қолым трясется, Альберт. Сенің өлі. Офигеть. Рука у тебя как. Как, чё? А мынадай қылып қой бені. Халім біттілі қойды, қапылған. Резко ғана башландыла қойды. Да ты мерить даже не умеешь. Я тебе еще и врач, что ли? Альберт, қалай ты еуштіріп қойған? Ну вот ты смотри, вот тут тебе. А как? Не знаю, қарағыт қалай даже еуштіріпті А бітпеген. я быстрее тормозил, у тебя же вот это вот. Ну вот до вот конца же надо, наверное, урарға инан башы, блин. Давление маленькое.
Вот, короче, достар у меня давление. И пульс вот такой. Они берут все на руки. Дурыс прямо, как фото закурсателен. Он айтыр. Апыл халин бітелі и мандраж начинается. Наверное, граната все курил по трекере. Граната шара курил. Мадрак вино все ваграк. Вино. Альберт все равно меня не халит. Ну, вот меня вартара, что ты не пьешь, блин. Да? Ага. Эй, Баштагин, вредничал. Нет, сейчас не Тебе не нравилось, что я не пью. Ты хотел, чтобы я была твоим собутыльником. А то уже не хватает. Ну, хадрит мимит. Короче, хавер вообще кофе, да, пью вместо воды, можно сказать. Вот кофе выпью, да, нормально становится. Просто, не знаю, у меня никогда низкое давление не было. Всегда было высокое давление. А сейчас прямо мне даже разговаривать что-то тяжело, прикиньте. Меня прям трясет, у меня какая-то трясучка началась и слабость прям сильная. И резко вот так вот давление падает. А я же давление вообще не меряю. Я вот хожу, чувствую, что мне прямо сил нету. Ложусь и прям на ходу прям засыпаю и все. Как убитая прям сплю. А сейчас померила, давление низкое. Оказывается, вот из-за того, что давление падает, поэтому и так. Кофе пью, нормально становится. Ну все, давай. А что мешает? В смысле не Я не умею готовить. В смысле не умеешь готовить? Не, если что, твердый можем. И что тут делать? Кушать? Резать их? Я переоделся, потому что я сильно спотел. Даже душ принял. Теперь крошем нарезаем помидор. Кубиками мне сказали. Скажи, что ты духовку нагреть поставил. А, ну, в духовку я поставил греть, там уже все нагрелось, он уже 30 минут греется там, блин, уже. Тут сыр наперли на терке. Вот, друзья, раньше готовил я только на улице, теперь мне разрешают и дома готовить. Скоро дойдет и до рыбы дома. Скоро будем, ребята, дома готовить по-настоящему рыбу. Ну, как по-настоящему? У Альберта Достар идет. У Альберта Достар идет прямой эфир. Вот, смотрите, камера его снимает. Альберт в модной шапочке готовит отбивные. Короче, вот, пропустили через терку сыр. К нему добавим помидорчики, чеснок и майонез. Это будет шапочка для отбивных, Достар. Духовку нагреть поставили. Мясо вот у нас готово. Вы знаете, что Альберт уже все это сделал. Сейчас будут вкусные отбивные от Альберта. Конечно же, все ингредиенты я приготовила ему, просто нарезать и положить. Не нарезать, положить канаинда и все. Это... Ну это же основное. Видео, мы выгнали башкирскую домохозяйку с фитнес-клуба, потому что она, бегала на дорожке, в носках. Ага. Мы теперь дарим ей, кроссовки и годовой абонемент, Ага. Наш фитнес-клуб выложили, и теперь везде, и в Телеграм читают, вас отмечают, шуларно, видео ларм везде вас отмечают, конечно. Годовой Это биджим, да, называется? Ай-яй-яй. И распределенный вот этот, обрез куларным в одном видео ларно вставили в свой этот рилс. Мы теперь дарим ей кроссовки, и вас спрашивал мужик, и годовой абонемент. Наш фитнес-клуб биджим селектора. Надо забрать кроссовки и годовой абонемент забрать надо, воспользоваться этой. И этот годовой абонемент подарить какому-нибудь подписчику. И вот так, да? Именно в Мэмсону. А? Именно в Мэмсону. Ну, пускай, это годовой абонемент, я что хочу, то и делаю, что это у него. Она веселая мне? Да? Вот это все. Немного это? Нормально. И так когда только видим, а что, этот годовой абонемент надо этот кому-нибудь подарить? Подписчику этой. Принема разыграть-то. И барып алырға годовой абонементті. Нейден. И кроссовки на И кроссовки бар. А что, когда дают бесплатно? Сколько чеснока? Надо воспользоваться. Чеснока сколько? Чеснока пока, давай, потом я тебе скажу. Короче, дорогие друзья, мы решили забрать этот абонемент. Представляете, тот фитнес-клуб, где нас выгнали, откуда нас выгнали, где сказали, что мы снимаем всякую ну. Где чеснок дают? Не знаю, штук 6-7. Ты чё? Ну, ты куда видите? Не, мне видео канала уже штук 6. Да, я по 2 ложил. Ну, если я шуму сразу ну, все, хватит, давай майонез дави. А подожди, уйдем подавлю. А то не клумбаса. Я клумбы ел барылса. Не, вообще-то халакма бутар керек. А то айтердар юнтес клумынан.
Я у себя дома что-то делаю. Ну, она ведь думает, что они тоже будут кушать и постоянно делает замечания. Она что это? Сейнешек хальда будет. Майонез подарю тебе. Майонез сколько ложить? А что ты не рассказываешь, не говоришь, что ты делаешь вообще? Ну, мы все знают, видели уже, все видели, что мы делаем. Ну. Отбивные делаем. Ну, рецепты, там. А что, рецепт очень простой. Ну вот, рецепты. Что ты положил, вообще не знает, как ты будешь делать все. Блин, я сам не знаю еще даже. Давай ложку. Мы готовим шапочку для отбивных. Пропустили через терку крупную сыр. Туда накрошили помидорчиков. Выдавили чеснока. Альберт в этот раз, конечно, очень много чеснока выдавил. Потом, короче, положили майонез. И вот эту всю массу сейчас мы перемешаем. Bunu nasıl отбил? Он вот такой был, Милюша. Да? Он некоторые снимет кискенсен, блин. Вообще. Вообще зуры. Духовка уже нагрелась вообще. Сколько уже ждет. Вот так сейчас все выложим. Ты будешь намазывать потом. А сначала майонез, наверное, намажем. Сначала посолить, наверное, надо. Сындапта. Мы же не посолили немного ошибра. Что, без соли шалкару? Еще. Кстати, бір подписчик меня, подписчица, чуваш это, самогон бір пиво берем. Чувашский. Вот, давай, продегустируем. Это. Ну. Продегустируем тебя, как будто из себя мини-саммани. Понял, Ивар, я вас хотел угостить, хочу отправить. А как он отправит? Понимаете? Чуть-чуть намажем майонезом. Отправляем в духовку. Я включила духовку конвектомат. Что-то этот отбивные сок дали, капец капитальный. Видали? Вон. Прям вообще в соку. Ну, я думаю, уже приготовилась. Господи, палить нельзя. Все. Почти что приготовилась. Мы его намажем шапочкой, которую приготовил Альберт. Конечно, тут очень много шапочки. Мы его чуть-чуть. А нет, не чуть-чуть, пускай много будет. Вкусно будет. Тут сыр и помидорчики. И еще запечем. Блэпэс! Шу кадарымети помидордарын эритип туран сенеңдің башына. От башында етіп. Мелко вообще-то надо было. Вот и все, друзья. Шапочка готова. Сейчас засунем в духовку. Еще на минут 5, наверное. Ну как, подрумянится, все вытащим. 180-190 градусов готовим, друзья. Вот оно такое вкусное. Хайдан прям вкусненькое. Это я готовил, поэтому вкусное. Чтоб карамель. Готовьте, вот оно очень-очень вкусное, готовьте, как я. Вот. Это красивый какой, да? Но. Вот это. А это дегустация штейнинга. Надеюсь, бешкендер вообще. А прикинь, он коту. Блин, ну это ты варила и хватало. Там давай, Сейчас будет дегустация от Альберта. Что же получилось, скоро узнаете, дорогие друзья. Поставим ему сюда камеру. Сейчас он вам расскажет и покажет. Вот. Ночная дегустация. Так. О, режется вообще мягко. Вот они съедают. Мягко-мягко, сочное. А подожди, на гарнир же рис был. Может, не надо. Рис не надо? Нет. Да. Вкусно, очень вкусно, друзья. Готовьте, как я. А меня баркетятка на фаркотеле. Шапочка маленькая. Горячий только. Там Это я отбивал. Ну что, друзья, еще от мяса все зависит. Там нева. Горячий. Вкуснее. Бомба. Вот, друзья, когда я ем, я всегда шахматы играю. Без шахмат. Чемпион по шахматам. Да. Потому что стимулирует кушать и играть. Диванный чемпион по шахматам. Нет, я нас нормальный. Нормальный чемпион. Короче, друзья, мы приехали на разборки с фитнес-клубом, который назвал наши съемки. Жесть. Прям так и называется. Да, он же так называется. Слышишь? А почему с топором?
В смысле, страшно же он. Ты видел, на кого он похож? Он похож на бандита из 90-х, блин, Паше. Мне кажется, я его еще не видел, поэтому мне еще не страшно. Вот поэтому вам не страшно. Сейчас вы его увидите, сами сыканете. Короче, что, пошли? Все, пойдемте разбираться. Все. На разборке! У меня проблем с качками не было. Меня качки никуда не отправляли, никем не называли. Вот и доверяй хоккейным баштане, бля, кулака, бля. С вами на разведку не пойдешь, бля. Сзади нас идет, сзади нас идет. Ну что, вы пришли за абонементом, который вы обещали? Обещали, значит, делаем. И кроссовки. Кроссовки еще. А что, кроссовки кто В смысле? Вы же сами в рилсе сказали. А что, я не права, что ли? Вот, смотрите, Дусар, а сейчас они говорят, уже какие кроссовки говорят. А кроссовок не было, Вадим, что что, ли? кроссовки В говорили, рилсе. А вы не помните, как вы рилс снимали, что ли? Я вообще нервный тип, вообще ничего не помню. Я же вам говорила, что он опасный человек, доктор. Поэтому же я взяла этих двоих-то. Ну, они, конечно, блин, махом, они махом, конечно, сбегут, если что. Ну, что-то мне страшно нет, Маша, ты что? Ну, не знаю. Еще на имя оставим. Знаю. Зарина. А, Зарина, мы тебя оставим, если что. Торжественно мне вручили Торжественно, да. кроссовки. А вы знаете, как посмотреть? Да. Ага. Эта карта специально сделана на заказ, прям надпись можешь посмотреть. Ни у кого такой карты нет. Нифига себе, смотрите, как так. Большой босс. Это что? Это кому большой босс? Это мне или так? Ну, конечно, просто что ты вот? маленькая, Это- значит ты небольшой. Это, вот, смотрите, именная карта. Это на год получается, да? А я могу ее подарить подписчикам? Она именная. Не, серьезно, я хочу Да подписчикам шучу, подарить. можешь, конечно, подарить твоя карта. А, моя карта. Ну, О, конечно, твоя вот, карта. доктор, подарили мне карту именную, вот этот фитнес-клуб. И я эту карту кому-нибудь сейчас вот прямо выйду, подумаю, кому-нибудь подарю. Смотрите, большой босс, это именная карта. И кроссовки, это, между прочим, не шухры-мухры, пума. Теперь я буду в каждый фитнес-клуб ходить босиком. И у каждого могу взять вот такую, получить карту и эти Но сомневаюсь, что пума. каждый фитнес-клуб будет дарить кроссовки. Это что, оригинал, что ли? Врете, да? Нет? Конечно, вру. Китайский, я же на китайском, на вьетнамском рынке, что забыла, где работать. Я так не говорила. Да, Я сказала, вы похожи Да, кого- на бандита из 90-х, я Кого сказала. крышуем, того и забираем. Я же сказала, он крышует кого-то вот так. Вот. Смотрите, а на рилсе-то другие кроссовки были. Вот, доктор, Пума, оригинал. Это тоже я, доктор, обязательно кому-нибудь подарю. Это кому достанется эта карта, именно эти кроссовки же тоже достанутся ему. А я хочу перемирия, а я прошу перемирия. Всего спасибо большое. Не скоро уж он страшный. Ладно, до свидания. Всего хорошего. А пакет там дайте? Пакет. Пакет фирменный, вообще нельзя его. Как вы же в пакете дали? Вы как ножку, да? Да, спасибо, хорошо дня. Врете, да? Ну, с вьетнамцев пришли нам спортсмены. Это, оказывается, сам хозяин клуба. Ну, раньше же бандиты из 90-х, они же все занимались спортом. И потом же пошли же они заниматься этим. Ну, бандитизмом. Бизнесом. Вы же, наверное, в курсе, смотрели, наверное, фильмы-то. Так же было. Ну да, я Вам сколько лет? как раз рос в это Вам сколько время. лет? Ну вот, тем более, сколько вам лет? А надо это говорить? Нет, а что такого? 47. 47. Ну, я далеко от вас не уехала, мне 46. Ну, мы вот в это время жили, как раз таки было. Вот кто занимался спортом, вот такие вот, как там, спортсмены, они занимались же Ну, их такими. уже многие уже их нету. Ну, это понятно, да. Ну, так Это было. были лихие 90-е, Да, я же помню эти лихие Да, 90-е. были веселые 90-е, не лихие. Итак, Дустар, мы все-таки отжали мой годовой абонемент на фитнес-клуб и кроссовки. Короче, мы решили подарить этот годовой абонемент кому-нибудь из своих подписчиков. Но просто так я вам его не отдам. При одном условии только. Внутри нашей продукции с сегодняшнего дня будут вот такие монетки, вот с таким вот QR-кодом. Получается, там будет промокод, его нужно будет ввести, и 8 марта мы разыграем как раз таки вот этот вот абонемент и кучу-кучу других призов. Например, что? Что мы разыграем? Один из, то, что просто под рукой у меня было, это вот iPhone. Айфон! Путевку в санаторий разыграем. Холодильник разыграем. 40 призов, прикиньте, и очень крутые подарки. Так что, Дустар, участвуйте, покупайте нашу продукцию бренда Легко, оздоравливайтесь и заодно получайте подарки. Короче, Дустар, когда покупаете нашу продукцию, обязательно внимательно смотрите
нет ли монетки. Потому что в прошлый раз кто-то был невнимательным и, прикиньте, просрал. И стиральную машину просрал. И этот холодильник. Куда-то выкинули монетку. Представляете, он был стуза и выкинул. Поэтому будьте внимательны. Как только вы купили нашу продукцию, посмотрите, нигде, где-нибудь нету ли монетки. И регистрируйте код. Оздоравливайтесь с пользой. Пейте наш коллаген и ходите в фитнес-клуб. Автокоординаттар калдырдым, шунда басагызда и оздоравливаться. И тагыгыт, и булектар отагыгыт. Мне же надо людям объяснить, да, почему я приехала за подарком-то. А то сейчас скажут, папка на подарке. Или скажут, это был инфоповод. Да, хайпанули, да, они разыграли нас, ведь могут так. Нет, это на самом деле была реальная история, доктор. Почему я пришла-то за подарком, который они мне приготовили? Потому что они очень красиво смогли выйти из этой ситуации. Мне понравилось, как они использовали это в свою пользу. Очень так интересно использовали. Быстренько отсняли рилс. И такой интересный рилс отсняли. И столько людей просмотрело этот рилс. И столько людей мне начали отправлять репосты. Некрасивая какая-то ситуация, думаю, вышла. И мы не правы в своих носках там ходим. Хотя написано, что нельзя. Да, вон Азамат уже мне говорит, смотрите, говорит, вон там написано, нельзя в носках ходить, говорит. А съемка запрещена тоже была написано? Там не было, вот этого не было написано. Поэтому мы решили не усугублять ситуацию. Молодцы, ребята. Ну и плюс этот же, Миляша, мы же как раз по БАДам хотели тоже это сделать. Розыгрыш как раз делали. Да, и мы тоже решили использовать эту ситуацию в свою пользу тоже. Так же. Они использовали, и мы использовали. А почему вы сами туда ходить не хотите? Ты что, ты далеко же меня пожалуйста, типа есть прохуй, время, да? Меня сколько с деревни сюда переться, блин, не гонять чигина, блин. Кто живет рядом, кстати, этот фитнес-клуб на Айской находится. Очень чистый и уютный фитнес-клуб. Такой этот директор прямо... Опасный.